Немножко хочу коснуться того, что сделали с ветеранами сегодня. Да? Ветеранов раскололи до последнего уже все, уже дальше некуда. Сегодня ветеран стоит против ветерана, и ветеран судится с ветераном. Мы, женщины, когда собираемся, иногда говорим, лучше бы на поле боя мы погибли бы, на самом деле, чем сегодня ветеран поднимает руку или там какое-нибудь ружье, или автомат, или что-то, а такое бывало, и сейчас очень напряженно. Ветеран против ветеранов, это страшное дело. Но зато те, кто провоцировал это, они прекрасно себя чувствуют, они это знают, а это сделано специально. Фамилии называть я не буду, но чиновники, которые сидят в правительстве, сегодня такие довольны. Есть чиновник большой, я правду говорю, могу ответить за это слово, который сказал: ветераны, вы потолкаетесь друг с другом. Вы знаете слово, что такое потолкаетесь? Побейте друг друга, поубивайте, что хотите делать, только ко мне не обращайтесь с этими вопросами. Потолкайтесь, все. И еще, делая ручку вот таким образом, слушая нас 3 часа, он сказал: вам будет еще хуже. Вы знаете? Так. Потому я сейчас не буду углубляться. Это кому-то выгодно. Далее. Стоят вопросы. Да, это, понимаете, ослабление ветеранов, это на руку тем, кто сегодня не был на войне, приехал и сегодня властвует здесь и занимается коррупцией. У нас сколько есть съемок с войны. Ребята погибли. Ребята, даже вот Илюша говорил, придет время, когда здесь будут властвовать те, кто вообще не принимал участие. Те, которые ждут своего часа. Час настал. И мы дошли до такого часа, когда распродаются наши земли. Мы в шоке. Сегодня мы слушали, как в общественной палате там выступали, как он говорит, наш уважаемый так президент, что есть такое письмо и так далее. Я, во-первых, письма этого напечатать вообще можно в интернете? Я не видела. Пусть напечатают. Мы должны посмотреть. Нету такого письма. Правильно Наира говорит. Путину не до этого. Путин занимается глобальной проблемой. Путин, человек, который сохраняет против нацизма, фашизма, который сегодня борется, ему не до Абхазии. Понимаете? Он спокойно приедет сюда и отдохнет, и уедет, и полезные дела здесь сделает. И человек, который напомнил нам, некоторым, которые забывают нашу историю. Многое, к моему стыду, я физик-математик. Я, может, историю столько не читала. Он даже напомнил мне многие те моменты, которые я не знала. Хотя я знала, что где Грузия, Абхазия, так бы это я знаю. Но человек, который настолько к нам относится, сегодня он вдруг будет говорить: дайте нам землю, такого быть не может. Потому там какой-то нюанс, который мы президент думает, что мы все ничего не понимаем и ничего не знаем. Мы все понимаем прекрасно и знаем. И знаем, за что погибли наши ребята. 3000 человек и 22 женщины на поле боя. И остальные, ежедневно наши ветераны, ежедневно по несколько человек наши ветераны, ребята и медсестры умирают. Почему? Потому что это все от полученных. Да, нету, понимаете? Это одна сторона вопроса. Теперь, я бы хотела сказать такую боль, как совет старейшин. Я была в ужасе, я думала, наша молодежь встречалась с ней. Мы надеемся на эту молодежь. Наша организация, я в том числе, во главе создали бессмертный полк. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы напомнить нашему народу, некоторым, которых провалы памяти, и нашей молодежи, что у нас погибли это ребята. Вспомните, не забывайте, пока мы помним, во-первых, они живы. Во-вторых, пока мы помним, мы не продадим обсны. Мы стали продавать. 3 года уже не идет бессмертный полк. Не идет. 3000 портретов мы сделали. С каждой мамой поговорили. Ты такая хорошая, ты бедненькая. С каждой поговорить. Это тяжело. Это же каждая мама приходит со своим ребенком, понимаете? Со своим сыном. И каждый надо подход. И каждый надо... И вот как педагог, вот она, Марина Кварча не даст соврать, каждым к ним тоже так относилась. И что? Все на смарку. Я когда пришла и сказала, бессмертный полк надо проводить, оказывается, он в сетку не входит. Понимаете? Мне сказали, у нас запланирован День Победы, и в эту сетку никак не получается. А во времени не получается. В этом году я сделаю это. Я сделаю это по городам.
Я сделаю это в Сухуми. А на Мы сами 30-летие, сделаем, на Лариса. 30-летие, это будет общее, через Площадь Победы и так далее. Это надо возобновить, потому что матеря ждут, матеря звонят и плачут. И что я хочу сказать, через эти погибших ребят нельзя перепрыгнуть, нельзя на них наступать и продавать нашу землю. Что останется нашим детям? Ничего не останется. Вы знаете, я, может быть, что-то знаю понаслышке, но сколько продано и продается, и на стадии продажи то, что мы не знаем. Кто нам, бедным, скажет, что там делается за кулисами? Но выступая, та власть, понятно, что-то не доделала. И все ссылаются на ту власть, что она вот не сделала. Доставьте эту власть, та уже ушла, все. Но когда вы обещали, здесь будет райский уголок, это не означает, что у нас останется клочок Сухума, и может быть, и все, и больше ничего. Гудауты, скорее всего. Да, и Гудауты. Ну, я считаю, что в то же время коррупция, конечно, процветает в страшной форме. У нас сегодня у ветеранов, у ассоциации зарплаты отняли. Вы понимаете? Оставили ассоциацию как юридическая, но отняли по 8 зарплату. Я, Наташа, там, да, 8. И мы сегодня живем на 7,5 тысяч. Скажите, какая женщина? Я прабабушка уже, не только бабушка, я прабабушка. И у меня же внуки есть, росы. Я на 7,5 тысяч сегодня живу. Сказали, ты ничего не сделала, иди домой. Я дома нахожусь, да. Но я все равно помогаю женщинам, понимаете? Многие мы в Москву уехали и так далее. Мы сегодня боремся, бегаем все на свое дело. Чего говорю? Скорик, ее нету. Ковид прошел, деньги ушли куда-то, я ни в чем никого не обвиняю. Но сейчас ковид опять грядет, сказали. Опять будет. А ведь, я к чему сейчас веду? А ведь наши женщины-ветеран тоже умерла. Другие женщины тоже умерли. Ребята умерли, молодые умерли из-за нехватки лекарств. А в то же время 20-30 миллионов можно взять и уйти, и все это с рук. Или вы мои слова вспомните. Все это уйдет в небытие, да. Все это сделано с подачи какого-то сверху стоящего